приехать. Сегодня Казань стартует одно из главных культурных событий года. 13-й международный театральный фестиваль тюркских народов «Наурус». На 5 театральных площадках Казани 18 театров из регионов России, Казахстан, Эстония покажут 20 спектаклей. И сегодня мы проводим стартовую пресс-конференцию, подробно расскажем о фестивале. Озвучу наших спикеров. Хайрудинова Дилия Флюровна, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Республики Татарстан, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владислав Валерьевич Лучкин, Олег Семенович Лаевский, директор Всероссийского фестиваля «Реальный театр», заместитель директора Екатеринбургского театра юного зрителя, лауреат премии Дамир Сиразиева, город Екатеринбург, и Фатих Рафатович Чентаев, художественный руководитель фестиваля, главный режиссер театра Камала. Для приветственного слова я передаю слово на право хозяев, Дилии Флюровне, как учредителя. Слово вам. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, журналисты, я хочу, конечно, прежде всего всех поприветствовать от имени Министерства культуры Татарстана и, конечно же, прежде всего приветствовать наших уважаемых гостей и участников 13-го международного театрального фестиваля «Наурус». История фестиваля насчитывает уже 28 лет, и за это время фестиваль приобрел очень высокую репутацию и в России, и в тюркских странах. А для нас, конечно, это всегда большая радость, для нас это большой праздник принимать у себя гостей из регионов России, из ближайших стран. И в этом году у нас тоже очень много гостей, чрезвычайно приветствовать. Конечно, это большой праздник и для наших зрителей казанцев, потому что они имеют возможность знакомиться с новинками, с последними достижениями театрального искусства, современного театрального искусства. И, конечно, показать наши лучшие постановки наших театров. Я приветствую еще раз всех. Растительная программа обещает быть очень разнообразной, яркой, интересной, насыщенной. Как мы сказали, будет 18 театров, будет показано 18 спектаклей, будет работать 5 театральных площадок, и мы приглашаем всех на наши спектакли. Спасибо, Дилия Флюровна. Слово передаю Густаву Валерьевичу. Как вы, наверное, уже знаете, в этом году особенность Науруза. Если позапрошлом году мы его объявили театральное искусство Республики Казахстан, то в этом году Наурус посвящен Якутии. Поэтому, Густав Валерьевич, слово вам. Мне очень приятно поприветствовать от имени Министерства культуры и духовного развития Республики организаторов, участников фестиваля. Конечно, прежде всего мы очень благодарим Министерство культуры Татарстана и правительство Татарстана за оказанное содействие и такую возможность представить театральное искусство на площадках этого уважаемого фестиваля. Фестиваль «Наурус» имеет большое значение для развития театрального искусства Якутии, и он стал для нас окном в большой театральный мир. Многие наши режиссеры получили известность как раз таки благодаря этому фестивалю. Уже 2 года мы готовились к тому, чтобы представить наши театральные коллективы как можно качественнее, как можно масштабнее. И, конечно, этот год является кризисным, и мы очень благодарны нашим театральным коллективам, которые смогли осуществить возможность участия за счет своих небюджетных средств. И, конечно, благодарны организаторам за возможность и за принятие, и как принимающей стороны оказание содействия в размещении и питании участников фестиваля, поскольку, конечно, без такой поддержки мы не смогли бы осуществить такой масштабный выезд. Мы надеемся, что наше театральное искусство сможет представить всю многообразие творческого процесса в нашей республике. Мы думаем, что зрителям понравится то, что мы представим. Действительно, комиссии фестиваля было отобрано очень сильные постановки, сильные спектакли. И, вы знаете, этот год является особенным для театрального искусства Татарстана, для театрального искусства Якутии. Мы, кстати, вот ровесники. В прошлом году мы отмечали 110-летие Саха-академического театра, вообще якутского театра, и 110-летие татарского театра мы тоже отмечали в Татарстане. В этом году у нас получается
11 лет. 1-1-1, да, то есть как бы такая тоже удивительная дата. Я думаю, что это не случайно такое совпадение. Мы благодарны украинскому, татарскому народу за то, что вот проводится такой большой масштабный фестиваль, и благодарны за возможность представлять и посвятить этот фестиваль, нынешний фестиваль, Якутскому театру. Большое спасибо. Спасибо. А слово я хочу спросить у Олега Семеновича. Вы как постоянный участник фестиваля «Наурус», вообще это какой по счету для вас фестиваль? Что вы ждете от 13-го Науруза? Ваши ожидания? Ну, вот прежде всего я ждал сам фестиваль, потому что для меня это, при том, что я сам директор нескольких фестивалей и езжу бесконечно по фестивалям, но один из приоритетных фестивалей «Наурус», потому что тюркские народы действительно как-то внутри их рождается театр. И какой бы мы ни взяли из стран или республик, везде есть театральная жизнь достаточно активная. И самая активная это все-таки Татарстан и Якутия. Вот они встретились. Мало того, вот я уже сегодня даже говорил об этом, что вот на прошлом Наврузе случайно познакомился Сергей Потапов с эстонским продюсером Мартом Мелсом. И мы уже привозим спектакль, поставленный якутским режиссером в Эстонии по эстонской классике. Понимаете, Навруз соединяет, Навруз обогащает, Навруз дает возможность реализоваться очень многим планам в будущем, сводит людей, и это самое главное. Конечно, прекрасные спектакли, но театр живет и в будущем тоже, не только тем результатом, которого мы уже достигли. И замечательно, что театр из Хакасии будет Четыген, тоже связанный, этот спектакль связан с Якутией, и театр из Казахстана, который привозит «Вишневый сад» в постановке якутского режиссера, и работы театра Камала, который покажет свои достижения за эти 2 года между фестивалями. Все это имеет оттенок настоящей миссии сохранения тюркской культуры, тюркских языков и развития этой культуры. Поэтому для меня этот фестиваль действительно чрезвычайно важен. Спасибо, Петр Аркадьевич. Все-таки несколько слов о задачах фестиваля, о миссии. Ну, о задачах и миссии Сказали, да, я просто присоединяюсь к словам. Могу добавить, что этот фестиваль важен не только для тюркского мира, он важен для России вообще. А тем более сейчас. И, наконец, действительно, этот фестиваль, он привлек внимание и российских театральных деятелей, и европейских театральных деятелей. То есть это все говорит о том, что мы все, несмотря на то, что мы все разные, мы, в общем-то, все хотим одного и того же, чтобы в мире было спокойно, чтобы в мире процветало, в общем. Не тут слова такие процветало, но в приоритетах была любовь, дружба, хорошие отношения друг к другу. В общем, чтобы прекратили воевать, короче. Вот. Для меня это самое важное. Поэтому я еще раз повторяю, что этот фестиваль важен, может быть, даже прежде всего для России самой. Вот. Что еще? Я не знаю, что еще. Какие задачи? Сессии вопросов. Какие задачи? Задача всегда, вот с сегодняшнего дня мы уже начинаем думать, что мы будем делать в следующем году. Вот. Мы уже где-то обговорили, что в 2019 году фестиваль, то есть следующий год будет, если форум образовательный, то 2019 год мы хотели бы посвятить Республике Башкортостан. Вот. Потому что там тоже это очень дорогая для нас республика, самая дружественная из республик для нас. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот еще есть 2 года, можно сказать. И также театры из Башкортостана подготовились и привезли свои лучшие работы сюда. Да, вы сможете, дорогие коллеги, увидеть 8 числа, в 7 вечера, спектакль «Антигона». Коллеги, давайте, значит, поднимаем руки, представляемся, задаем вопросы. Да? Олег Викторович,
Олег Семенович, в чем Ездит изюминка фестиваля этого года? Ну, для меня встреча двух театральных держав тюркского мира, потому что все-таки театр Саха-Якутии известен во всем мире. Достаточно, я последний раз в Дрездене на улице встретил Юру Макарова, который делал мастер-классы по шаманизму в Германии. С Сережей Потаповым мы встретились в Таллине. Спектакли Андрея Савича известны по всему миру. То же самое можно сказать в Татарстане, потому что присутствие Фаида Чентаева и в Европейском театре, и в Российском театре, и в Тюркском театре. Подсоединение двух изюминок уже дает серьезный текст. Мне этот текст нравится, я сюда для этого приехал, поскольку очень много людей. Ответьте на вопрос. Ну, потом повторим в конце. Хорошо, Да. у вас наверняка вопрос есть. Да, вот вопрос к господину Девушкину. Скажите, пожалуйста, вот как бы спектакль «Открытие» получается у нас «Камень счастья» и «Воительница». Об этих спектаклях немножко. Как я понимаю, вы сказали, что самый лучший спектакль Якутии вы перечислили. Ну, «Камень счастья» — это детский спектакль, и тоже проводилось, когда проводился подбор спектакля, именно наставили на том, чтобы был детский спектакль, поэтому театр юного зрителя представил одну из таких своих знаменательных работ. Я все-таки больше бы из тех спектаклей, которые представляет театр юного зрителя, отметил бы, наверное, «Корона умирает», интересная работа, это ЮНЕСКО, на следующий день будет представлена. Достаточно такая, может быть, даже политические темы, да, вечные политические темы спектакля. Именно спектакль «Открытие» — это новая постановка. Андрей Савич Борисов является художественным руководителем этого художественным руководителем постановки. Режиссером является Марина Корнилова, это наша заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Она недостаточно много таких крупных режиссерских работ, это вот одна из первых ее работ. И спектакль представляет театр Аланхо. Театр Аланхо — это вообще у нас есть понятие народный эпос Аланхо, и театр Аланхо, он пытается в театральном формате сформулировать основные такие принципы и основные достижения эпоса Аланхо как культурного явления. Там используются пение таюк, используются особые такие элементы Аланхо, которые представляют этот эпос. Спектакль сам будет на якутском языке и обеспечивается синхронным переводом. Я заодно сразу проанонсирую завтрашнюю пресс-конференцию. Мы соберемся здесь, представители всех театров Якутии, 4 театров, и сможем уже подробнее пообщаться о спектаклях именно якутской программы. У вас у всех есть план пресс-конференции, прошу посещать. Можно спросить, расскажите, пожалуйста, почему нет спектаклей, где Андрей Савич не художественный руководитель, а именно постановщик, или он уже не ставит, это первое, и почему нет спектаклей того же Макарова? У нас на самом деле тоже активный театральный процесс, не только Андрей Савич вам хорошо известный, и Юрий Макаров работает. У Андрея Савича последние работы действительно очень масштабные, федеральный проект, вы слышали, это оперное искусство, да, театр оперы балета. И этот спектакль объездил несколько стран СНГ, выезжал в Европу в прошлом году, был показан в Большом театре, на своем Большом театре, и в Минском театре. Здесь немножко другой формат, да? Может быть, просто как бы так не совпало, так бывает. И каждый фестиваль, конечно, должен быть не похожим, да, каким-то уже
и организаторы этого дня тоже хотят вам показать немножко другие грани вот, театрального искусства Якутии. Спасибо. Если можно еще вопрос. Замечательная программа, судя по афише, но не представлен театр кукол. Нет спектакля событий или в принципе ни разу не У нас есть театр кукол, он не участвует в фестивале, но достаточно активно успешно работает, идет и гастрольная деятельность. И есть спектакль, именно кукольный спектакль, который представит театр Аланки. Он тоже исполняется в народном манере, очень интересная работа. Там, получается, артисты, они являются и кукловодами, и певцами. То есть они поют, исполняют народное пение, и это достаточно очень интересно. Такое явление в программе вы можете ознакомиться. Коллеги, еще вопросы? Да, Александр, слушаю. Александр, все инициаторы смогли приехать, по какой причине приехали? Ну да, есть небольшие изменения в программе. У нас 9 числа вместо Алтайского театра будет Челневский театр. Вот, в плане пресс-конференции у нас это указано. И 8 числа у нас Гвардия Балкария, к сожалению, также не сможет приехать. Вот эти два изменения. Это финансовая проблема. Далеко. Денег нет. По технической стороне, кто финансирует, какой бюджет фестиваля? Я этим не занимаюсь. Министерство культуры, наверное, Да. Да, я могу сказать, что фестиваль у нас проходит при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Министерства культуры Российской Федерации. Министерство культуры выделяет 2 миллиона, чтобы деньги поддержка. Да, вообще. Вопрос. Скажите, я вот смотрю репертуар, да? Ну, русской драматургии не представлены национально. Либо национальные какие-то... Вишневый сад. Вишневый сад. Вишневый сад. Нет, в России. Развитие нашего национального театра, оно так же, как и в Татарстане, основывается на составляющей национальной драматургии и также, конечно, российская мировая классика. Это три основных направления, которые держат баланс развития национального театра. То есть я хочу сказать, все-таки национальная театральная культура, они по мере развития двигаются в сторону какой-то самостоятельности или Для сближаются? развития должен быть баланс, должно быть и то, и другое. Мы требуем, чтобы обязательно национальная составляющая была в репертуаре наших театров. Мы требуем это не только от драматических театров, но также и от классических направлений, допустим, в опере, в балете. Мы тоже также ставим в задание постановки именно национальных произведений. По-другому быть не может. Во-первых, я уже об этом говорил, у национальных театров есть миссия. Миссия сохранения языка и культуры. И кроме них эту миссию некому выполнять. В этом отношении русский театр как раз ему сложнее, потому что это огромный этот русский мир, и как бы миссия сохранения не стоит. Он более разомкнутый, более там по-разному активен. Здесь вне национальной культуры еще не может развиваться этот театр. Но не может он развиваться, если он не интегрирует в мировую культуру. И если мы говорим о якутском театре, то я видел замечательный спектакль «Тит» по Шекспиру, я видел замечательный спектакль «Мамаша Кураж» по Брехту. Это все якутский театр. Другое дело, что и туда попадают какие-то отблески, отцветы якутской культуры, а по-другому тоже быть не может. Потому что основа все равно, раз якутский язык, значит якутская культура, и она осваивает мировую культуру и обогащает ее. Почему я задал этот вопрос? Потому что была пресс-конференция с Борисовым, он приезжал на гастроли, и он говорит, что у нас в Якутии Чехов не популярен, Шекспир популярен.
Нормально. А почему нет? Но есть разный темперамент народов. А в Казахстан приводит Чехова, и там это спектакль события. А почему должно все быть одинаково? Понимаете, совершенно по-разному. Я как раз говорю о темпераменте. Нет, есть темперамент, действительно ближе Шекспир. Русский театр очень открытый, он очень эмоциональный. И закрытый Чехов, может быть, там не находит такого интересного воплощения. А мне кажется, дело все в том, как поставлено. Да. Придет какой-то якутский художник, которому близок Чехов, и он откроет заново, У потому нас что... совершенно недавно была премьера как раз таки по Чехову, два его произведения в одной постановке. Это все возможно, и нужно найти необходимые грани. Конечно, может быть, Андрей Савич имел в виду то, что шекспировский масштаб, да, оно где-то может быть ближе, сродни якутскому эпосу Алански, поскольку мотивы, которые там используются, они достаточно такие, скажем, масштабные. И в жизни обычных людей не происходит. Может быть, он это именно. Нет, тут же вопрос был там сформулирован, популярен или не популярен. Что значит популярен? Популярен или не популярен. Вы видите, вообще непонятно, как устроена популярность. Вот сейчас в России за последний год поставлено 8 спектаклей по пьесе «Гроза». Ну почему «Гроза»? А до этого были почему-то 3 сестры. И везде 3 сестры. Что-то витает в воздухе, какие-то процессы, какие-то изменения в нашем мире художник переводит на свой язык и обращает на что-то внимание. Поэтому он тут говорит, сегодня не популярен Чехов, а завтра все Чеховым занимаются. И Шекспир, вдруг все начинают заниматься Гамлетом, а потом Гамлет исчезает вообще бесследно, и появляется король Лир. Это воздух, это наша жизнь, она такая очень подвижная. Алексей Иванович, вы знаете, все-таки в казахском театре или в вашем хочется посмотреть национальные пьесы, национальных авторов, классику и так далее. А Чехова я вот хочу почему-то в Амхате посмотреть. Это тоже индивидуальный подход. А я в Амхате не хочу смотреть Чехова. Я его тоже видел. А вот казахского Чехова я хочу посмотреть. Потому что это Потапов. Потому что Потапов, я только что приехал с фестиваля малых городов России, огромный фестиваль, который проводит Театр наций. Около 400 заявок на фестиваль, 14 спектаклей выбрано. И один из лучших поставлен Сергеем Потаповым в городе Минусинске по Булгакову по пьесе «Последние дни о Пушкине». Понимаете, опять же, потому что Сережа Потапов, человек безумно талантливый, он как бы не русский, да, он якут, это один взгляд. Он не христианин. Он совершенно с другим взглядом смотрит на Пушкина. И то, что он рассказал нам о Пушкине, нам никто больше не расскажет. В этом же есть прелесть, когда осваивается Вишневый сад казахский, этим и интересен, что это будет другой взгляд. А как поставить Вишневый сад, даже там Марк Захаров, я уже примерно представляю. Понимаете, уже есть какая-то парадигма. Сергей Потапов сейчас ставит, кстати, Тарас Бульба, может быть. Да, он будет в Молдове, в Петербурге ставит Тараса Бульба. Вот это интересно. Можно? Давайте. Вот в четверг будет публичная дискуссия, как это по-другому, да, написано, пересечение культур. Это вот что будет? Это американский. Да, это реальный проект. Это реальный проект, приезжает из Америки, продюсер собирается включать полный лекцию. По своей инициативе абсолютно. Да, практически в последний момент у нас добралась эта лекция, поэтому всех ждем. Будет, разумеется, с переводом. Будет довольно будет переводить. Здесь, в пресс-центре. Пересечение культур. Ну, такая общая тема, если честно, пока подробнее сложно прокомментировать. Но мне кажется, да, это будет интересно. Я тоже могу немножко ответить на этот вопрос, потому что я работаю с Марком. Это уникальный продюсер европейского уровня, его знает во всем мире. Вот он пригласил Потапова на эстонскую классику, потому что ему был важен взгляд. Сейчас Дамир Салимзянов там делает амфитриона, потом он хочет пригласить Айрата Абушахманова. Вот ему интересно вот это соединение, проникновение культур. Понимаете, и европейский театр
ищет, несмотря на огромное количество всяких этнических фестивалей, они ищут разное, они как раз не хотят заниматься самовоспроизведением. Конечно, интереснее, как смотрит якутский режиссер на эстонскую классику. Это интереснее, чем эстонский режиссер смотрит на эстонскую классику. Можно на татарском языке дам вопрос? Рафаэль Карпатович, у меня театр, сезон Камал театр на Павловше, и спектакль не бекется, шикарсыздар, там Авлада вот Авла. Не ищет, bu спектакльлер сайладығыз, ол нешіктір, миллиард язмышын нешіктір, хамандаш, bütün iktibарны миллиард язмышына, татар миллиард язмышына көшірір үшін шадығызма. Көшірір үшін түгіл, хабат үшін, бұл мәселені қозғалтар үшін. Bu birinchi de, bize bu turda olmadık. Ondan bir tane дискуссия тяготились соңғы премьерлар. Соңғы премьерлардың бірісі, я переведу на русский, чтобы всем было понятно. Да, вопрос, почему театр Камал выбрал именно эти два спектакля? Именно эти два Да, спектакля. все плывут облака и... Все плывут облака, облака, облака. Потому что, во-первых, это тоже очень важно для нас открытие. Поставил выпускник ГИТИСа, наш воспитанник Айдар Забаров, он заканчивает на курсе Сережи Новача, это его преддипломная работа. Вот. Это будет для всех открытие нового режиссерского имени. А в продолжение того, о чем говорит Олег Семенович, это тем более интересно, как русский грузин Леонид Схвирава поставил, наверное, самую сильнейшую пьесу Кариму Тинчориной, которая затрагивает самые больные моменты в истории нашего народа. Вот это посмотреть тоже любопытно, как он, через какие формы он пытался это вскрыть. То есть это опять вот это вот пересечение культур, пересечение взглядов. Поэтому вот эти две пьесы, потому что если бы, например, был у нас вопрос Алфамов Шельдем Кулдан, ну это я оставил, понятно же, как я это поставил. Надо Потапа пригласить, чтобы он поставил Алфамов Шельдем Кулдан. Как бы он поставил, я не знаю. Мало того, все-таки мы увидим спектакль, который сделал Фарид в Башкортостане, и это Антигона. Понимаете, вот эти все пересечения, конечно, они чрезвычайно интересны. Я просто очень жду этого спектакля, тем более, что о нем уже и говорят, и уже сколько критиков, ведущих критиков в России специально летало посмотреть в Уфу этот спектакль. Мне кажется, как раз лекция вот Елена Полякова про пересечение межкультурных границ, мне кажется, тоже будет как раз вписываться в формат нашей